Уважаемые участники нашего вебинара, мы рады сегодня приветствовать вас в нашем республиканском консультационном центре Коми Республиканского института развития образования. И тема нашего вебинара сегодня заявлена как «Что же мы должны знать о семье? Что такое семья?». Конечно, мы будем говорить сегодня о традициях семейного воспитания и их влиянии на становление личности ребенка. Эта тема нам уже знакома, мы развиваем ее. И сегодня я хочу представиться. Меня зовут Ванда Цветановна Попова. Являюсь специалистом Республиканского консультационного центра. И также сегодня с нами священник, отец Максим Стыров, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра. Итак, я вижу, что несколько человек сегодня с нами. Надеюсь, что тот, кто подключился, он будет по возможности задавать нам вопросы. А те, кто будут смотреть в записи, то надеемся, что наш вебинар поможет вам задуматься о каких-то очень, может быть, важных вещах и, самое главное, о вечных наших ценностях, наших традиционных. И прежде всего, конечно, это идет речь о христианских ценностях. И в этом ключе мы сегодня постараемся с вами побеседовать. Беседа будет, конечно, с отцом Максимом в первую очередь, потому что все вопросы, которые нас интересуют, волнуют, из уст священника всегда звучат особенно важно, особенно актуально. И мы, конечно, признательны нашим батюшкам за то, что они всегда помогают нам в наших делах, в нашей жизни, в нашем духовном становлении. И сегодня постараюсь я с вами вспомнить те вопросы, которые мы с вами должны разобрать. Заявлена тема как семья. Что же такое семья? По словам философа Ильина, это живая лаборатория человеческих судеб, это лона человеческой культуры. И заявленная тема звучит таким образом. Дом, в котором царит любовь. Семья – малая церковь. И мы сегодня поговорим о тех сказках, в которых говорится о семье. И также еще хотелось бы остановиться на истории в лицах, то есть те интересные люди, те важные защитники Отечества, которые служили на страже семейных ценностей, они сегодня для нас являются идеалом, может быть, семейного такого супружества. И, конечно, мы должны взять эти истории как ориентир, образцы нравственного поведения в семье. И сегодня наверное, самый главный такой праздник, который в сентябре отмечается на государственном уровне, а по церковному календарю этот праздник сейчас вновь отмечается. И как мы можем сказать, что этот праздник, посвященный нашему институту семьи, семейным нашим ценностям и традициям, День святых Петра и Феврония Муромских. А еще у нас на государственном уровне он у нас звучит как День семьи, любви и верности. А в этом году этот праздник отмечается в сентябре месяце, как переходящий праздник по календарю 19 сентября. То есть мы практически с вами в преддверии этого праздника. И, конечно, очень важно, чтобы и в семье этот праздник вспомнили домочадцы, и в школах поговорили об этом празднике педагоги и воспитатели с учащимися. И в центрах дополнительного образования, я думаю, что на кружках неплохо было бы вспомнить об этой замечательной традиции, отмечать такие знаменательные события для нашего народа. И есть очень много хороших фильмов, очень много мультфильмов. Вы наверняка многие из них смотрели. Но тем не менее, когда сталкиваешься непосредственно, а что же самое главное в этой семье? Что же самое главное, что хранилось как драгоценность и передавалось людям, народу? И на этот вопрос мы можем сказать, что самое главное в каждой семье – это любовь. Если царит любовь, и если люди созидают любовь, и если воспринимают боль другого как личную, то, наверное, в этом и заключается и труд, и подвиг, и, конечно же, хранение семейного очага.
сохранения семейного очага от всяких внешних воздействий. Ну, а я не буду долго говорить. Отец Максим, пожалуйста, вот начните нашу беседу. Я думаю, что вам есть что сказать. Секундочку, я сделаю вот что. Я передвину нашу аппаратуру так, чтобы мы с вами смотрели сюда в одну так сказать, сторону. Вот у нас камера здесь, значит, наши слушатели тоже там. Вот, мы постараемся на них смотреть. Кстати, одно из определений самых замечательных любви – это что когда люди смотрят не друг на друга, а когда они смотрят в одну сторону. То есть настоящая любовь, она всегда предполагает высшую цель. Если мы во влюбленности обычно, так сказать, вот, наслаждаемся друг другом, вот, физически любуемся человеком, дивимся бесконечно, насколько вот нам кажется, что он близок душой, что сколько у нас сходностей и так далее. Вот. То истинная любовь, конечно, это соединение вот этих двух энергий, да, двух людей, двух личностей, вот их, так сказать, одинаковости и разности одновременно, но соединение для высочайшей цели, для определенной цели. Кстати, слово супруги – это ведь два вола, запряженные в одну упряжку. Супруги, да, вместе запряженные. Вот. И что это за высшая цель, которую имеет семья? Вот. Это, с одной стороны, тайна, а с другой стороны, подсознательно каждый из нас догадывается, что браки заключаются на небесах. То есть этой целью является Господь Бог. Господь Бог. Потому что Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге. Бог не пребывает. Вот, когда люди влюбляются, они как-то вот ощущают, да, что вот есть что-то неземное, даже если они не понимают Бога как личность, вот они понимают, что вот это чувство, которое их сейчас охватывает, оно необыденное, оно не повседневное, оно как бы даже сверх такое человеческое. Вот. Действительно, ему Господь открывает свою любовь, Он дает им вкусить ее, насладиться ей, когда, не навсегда, не надолго, на неделю, на месяц, редко на год. Но для чего Господь дает? Он дает как аванс, чтобы люди искали ее потом, стремились. И семья, по сути дела, это дорога к этой любви, к этой небесной любви. Потому что мы все во грехах рожденные, как говорится, чем мы все страдаем? Самолюбием, несмирением, непослушанием, гордостью и так далее. Вот. А семья – это такая школа, где вся эта стружка, она волей-неволей, вот, она с тебя стесывается, снимается, вот, и ты уже, так сказать, да, жизни вечной, более готов и можешь принять вот это божественное откровение. Ну, конечно, не все получается. Бывает, что человек не понимает этого. Вот он думает, что аж я ошибся. Тогда было хорошо, да, мы знакомились, она была молодая, он был такой перспективный. Вот. А потом, не получилось, ошиблись, наверное, не то. Начинает бегать себе, искать или там выбирать одиночество вместо семьи. И бывают слова Господни, что верный в малом во многом верен, а неверный в малом и во многом не верен. Хотя, конечно, Господь всегда человека, даже с пути греха, даже с пути ошибок, он все равно призывает к покаянию. Но суть этого испытания нам надо очень хорошо понять. Благодарю вас, отец Максим. Позвольте, я вот несколько тоже продолжение этой темы. Хотела бы поделиться материалами. У нас в Коми Республиканском институте развития и образования велась работа по духовно-нравственному воспитанию, и у нас Нина Михайловна Мищенко возглавляла Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания. И она очень много бесед готовила с детьми, для детей, для родителей. И вот я воспользуюсь сегодня ее материалами и хочу вам продемонстрировать некоторые слайды. Естественно, очень нам важно, да, как ощущают себя дети в семье, как они это свое ощущение передают в словах, в своих каких-то эмоциях, может быть, в рисунках. И очень часто по рисункам детей очень много можно сказать, что их беспокоит, что их волнует, чего, в общем-то, недостает ребенку в его семье. Когда мы на занятиях спрашиваем, а что же такое семья, дети чаще всего говорят, семья – это семья. И забывают, что о семье сказано, что главное название, да, главное, что есть в семье, это происхождение этого слова от слова семя, семени, которое
закладывается и взращивается с любовью. Так же, как растению необходимо тепло, влага, свет, энергия, точно так же и чаду нужна вот эта же почва, которая помогает взращивать вот это вот доброе начало в каждом ребенке, в каждом человеке. И что произойдет с душой ребенка, конечно же, во многом зависит и отвечают за это сами родители, но а также и учителя. Но, опять же, не отрицаем, что семья – это семья, не случайно, наверное, тоже мы посмотрим с другой стороны на это слово. Но, опять же, если все семья будут вести себя как эгоисты в семье, то тогда получается, что семьи-то и не будет. Не будет той любви, которая должна быть. А как же эти семья сделать так, чтобы это была любовь и чтобы была забота? Тогда каждый должен заботиться о каждом. И каждый должен забыть где-то свое «я». И, конечно же, вспомнить о другом, что не хватает другому в первую очередь. И вот и когда семья взращивается любовью и заботой друг о другом, вот тогда, наверное, можно на семья посмотреть и немножечко с другой стороны. На что ж похоже этот клубочек, который у нас образовался? Ребята скажут, ну, на клубочек из шерсти, да? То есть, может быть, на что-то другое еще похоже. Может быть, это похоже на гнездышко. Вот, гнездышко. А как вы думаете, а у людей должно быть свое гнездышко? Конечно же, а как же? Иначе наш дом не может быть местом, где растет любовь. И если мы детям зададим вопрос, а что такое для человека его дом? Дети иногда будут рассказывать, какая там мебель, какие стены, какие обои. А что же важнее? И мы, задавая этот вопрос, мы приглашаем детей подумать, что в семье, конечно же, важна материальная сторона, но она не самое главное. Самое главное в семье – это все же что? Как бы ответили вы, взрослые? Ну вот здесь, наверное, послушание. Каждый друг другу должен слушаться. И вот недавно было такое очень интересное занятие в Центре дополнительного образования, где я сейчас работаю социальным педагогом. Проводилось это занятие в рамках кружка «Православный мир». И когда педагог задает вопрос, что же самое, какое качество родители ценят в своих детях, дети говорили и сильный, и красивый, и мужественный, и выносливый, но почему-то забыли про слово «послушание». А, конечно же, послушание, оно имеет очень большое значение в духовном смысле слова. И это же еще и заповедь, да? Заповедь о любви, которую нам заповедовал Господь в виде той заповеди, которая звучит как «Чти отца и мать твою, и будешь счастлив и долговечен на земле». А об этом мы чаще всего сегодня вспоминаем как-то в последнюю очередь. Но для того, чтобы семья была нашей духовной все-таки ячейкой общества, она, конечно же, должна быть и кораблем надежды, и островом веры, и гаванью любви. И вот если есть вера, то тогда, наверное, есть и верность, потому что эти слова однокоренные, и в них есть заложен какой-то очень глубокий смысл. Конечно, скажете вы, что можно верить и в самих себя, верить в какие-то стихийные процессы, которые происходят в природе. Не обязательно вера в Бога. Понятно, что вера в Бога – это дар, который не у каждого есть. Но мы сегодня говорим о духовной составляющей, говорим о семье, как малой церкви. Поэтому мы сегодня, конечно же, и пригласили отца Максима для того, чтобы вот он эту тему нам дальше раскрыл. Ну, вера – это вообще жизнь. Есть вера, значит, есть жизнь. Чем больше у человека веры, чем эта вера выше, чище, сильнее, тем больше у него счастья, блаженства. Это, можно сказать, образ Божий в человеке. Вот у животных нет понятия веры, у них нет вообще никакой религиозности, никакого абстрактного мышления. Это только человеку дано. И действительно, ключевое понятие в семье – это верность, а верность она строится на вере. Хорошо, когда все хорошо, когда вот и не надо ничего терпеть, когда вот все благополучно. Но и так в жизни не бывает. Люди болеют, люди выпивают, люди не могут найти работу, люди
просто меняются в нравственном отношении, да, люди бывают занудными и прочее. Вот. И ты когда сталкиваешься с этим, еще с человеком, с которым ты живешь под одной крышей, не где-то там на работе 8 часов потерпеть, а вот, сказать, всю жизнь, ты понимаешь, что так просто его не выбросишь, не уволишься. Но вот тут и надо проявить веру. Веру в том, что все эти недостатки – это вот что-то поверхностное такое, наносное. Это как шелуха какая-то. Вот. И человек-то, собственно, он для того и находится здесь, вот сейчас со мной, чтобы это вот преодолеть. Причем своей свободной волей. То есть это так просто не продиктуешь, как говорится, под копирку не напишешь. Вот он сам должен осознать, иногда 10, 20, 30 лет у него уходит на это. Вот он должен измениться. Ты в него веришь. Вот ты видишь в человеке образ Божий. Это так важно. Видеть в человеке не плохое, а хорошее. Вчера была память преподобного Пимена Великого. Он нес за собой мешок песка, вот, а перед собой корзинку, и там несколько камушков лежало. Вот, ученики спрашивают, что ты делаешь, что ты изображаешь? Он говорит, ну вот мешок – это мои грехи, но я их несу на спине, потому что я на них не смотрю. А я вот несу корзинку, чтобы смотреть на грехи других людей, хотя их очень мало. И тут ученики поняли, конечно, что он юродствует, как бы обличает тех, кто осуждает других людей. У каждого из нас бездна грехов. И сейчас мы под впечатлением еще находится притча о немилосердном должнике, который в воскресный день читали в Евангелии, о том, что должник должен царю 10 тысяч талантов. 500 миллиардов наши деньги, невероятная сумма, которую мы заработали всю жизнь. Но царь прощает ему. Но если тот человек не прощает своему должнику 100 динариев, там, плату за 100 дней работы, то и царь его вызывает вновь и наказывает уже без возврата. И так же в семье. Знаете, вот мы разговаривали как-то с одной парой, это вот в основном, ну, сами-то люди вроде заинтересованы друг в друге, есть ребенок общий, но накопились обиды. Вот накопились обиды, недоверие, вот, претензии материального характера в том числе. И вот 6 букв произнеси, да, прости, прощай, и все. И все этого нет, можно идти дальше. Но нет, вот не могут переступить друг через друга. А результат какой? Это значит, если так и не помириться, это разрушение семьи, ребенок, у которого выдернули почву из-под ног, да, разбитые судьбы, такие судорожные попытки что-то новое для себя создать. Поэтому прощение – это великая вещь, что надо действительно каждый день вот, вновь и вновь прощать, потому что Бог нас бесконечно прощает и терпит. Мы должны друг друга прощать, и в этом состоит вера, что это все не зря, что это не бесконечно, что это все имеет смысл. Что вот я прощаю, но это прощение, оно на меня потом тоже транслируется от Бога. Оно превращается уже в бесконечное прощение. Да? То есть во вхождение в вечную жизнь. Вот что такое вера. Благодарю вас, отец Максим. Ну вот я предлагаю подумать, может быть, нам задуматься еще. Так, почему-то здесь у меня... вот на это, да? Угу. Вот так. Угу. Обратим внимание ваше на другие слайды. Не идет, да? Угу. Ну ничего. Я думаю, что нам сегодня есть о чем поговорить. Я предлагаю вам обсудить вот еще такой вот момент, как история в лицах. У нас в истории нашей церкви есть очень много таких судеб, людей, вот, да, угу, которые вот, угу, вот. Они потом, получается, сюда, да, надо дальше идти? Ага. Угу. Да. Угу. Вот. Посвященных, приуроченных каким-то вот событиям. И вот я для себя сделала такое небольшое открытие. Мы отмечаем ежегодно День защиты детей. Это у нас уже сложилась такая традиция, 1 июня. Но я даже как-то не придавала значения тому, что День защиты детей – это у нас день памяти великого нашего князя Дмитрия Донского и его супруги Ефросиньи. Оказывается, именно этот праздник, вот такое событие, увенчано такой вот памятной датой. Если зададимся вопросом,
Сколько же детей было в этой семье? Наверное, может быть, удивимся, 12 детей. И старший сын – это тот, кто был правопреемником святого князя, тот, который взял на себя мужество, ответственность в дальнейшем руководить, править государством. И огромная роль была самой княгини Ефросиньи, которая в миру, да, как ее звали, батюшка? Так, сейчас не вспомню сразу. Ефросинья. Княгиня Ефросинья. Вот, ну, у нее было и мирское имя, и имя в монашестве. В монашестве, к сожалению, совсем немножечко ей пришлось побыть, только перед самой кончиной. А в течение всей жизни она мечтала именно быть монахиней. Но она выполнила завет своего супруга, который скончался уже в 40-летнем возрасте. И получается, что он, как завет, как наказ своей семье, оставил именно важность, вот эту важную роль служения Отечеству и заботе о народе. И вот княгиня Ефросинья, она, будучи очень скромной женщиной, несмотря на то, что вот все возможности, которые она имела, она вела чрезвычайно скромную жизнь. И когда детям, один из детей увидел ее на каком-то пиршестве, он попытался уличить ее в том, что она не совсем скромно, может быть, живет. Но когда он узнал, что под ее одеждами матушка носит вереги, конечно же, удивление его было безгранично. То есть такое смирение, такое назидание, такое служение народу, при том, что ущемление себя и самоотречение именно от тех вот телесных каких-то, вот, может быть, желаний, которые могут человеку создать такую жизнь, как мы сегодня говорим, ради удовольствия. То есть нет, святые угодники Божьи, они как раз удовольствие ставили на задний план, а на первом месте для них было это самопожертвование и служение народу, своей семье. И в память о своем муже покойном княгиня 20 лет еще именно помогала своему народу, и только в конце своей жизни она смогла выполнить ну, вот, то, ради чего она, собственно говоря, и хотела пожить еще, ради того, чтобы послужить Богу. И, соответственно, она приняла монашеский постриг. И здесь вот этот идеал семьи, верности, служения, конечно же, он тоже для нас является каким-то вот, ну, может быть, казалось бы, недосягаемым идеалом, но тем не менее это все в нашей жизни, это наши люди, это наши соотечественники. Также, если мы будем вспоминать историю святых, то это святые супруги Иоаким и Анна, да? Это тоже родители Пресвятой Богородицы. Очень долгое время у них не было детей, и вот в таком уже преклонном возрасте они уже, именно угодив Богу, получили такой дар свыше. То есть вот рождение Богородицы – это, конечно, самое настоящее чудо на земле. Мы можем вспомнить также святых супругов Адриана и Наталью. Да? Вот буквально день памяти их совершался, по-моему, 7 сентября. Позавчера. Да, совсем вот прям на днях мы тоже вспоминали этих добрых супругов, их житие, какое на самом деле 8 сентября день памяти. И вот так вот, если посмотреть в истории нашей православной церкви, не так уж и много, может быть, прославлено таких святых супругов. И когда мы задаемся вопросом, а что же вот, ну, почему вот Господь именно этих людей таким даром наделил? Что-то особенного в них такого, ради чем они заслужили вот эту Божью милость? И как могут люди вообще взять для себя этот идеал, да, для того, чтобы им подражать? И вот когда говоришь о том, что есть такие вещи, которые в нашей жизни нереально,
Но, а когда дети начинают проникаться вот этими историями, им внутренне хочется быть лучше и чище. И тогда они смотрят на своих родителей, может быть, уже более чистым взором, более глубоким. Может быть, для этого нам нужны эти идеалы святости. Да, вот, да, в Евангелии несколько раз повторяются такие слова Христа, что не будет ничего невозможного для вас. Что вот и горе этой скажете, передвигнись и вернись море, и это совершится. Все, что попросите в молитве с верой, получите. И несколько раз, когда ученики удивляются вот, некоторым заповедям Христа, ну, например, что можно раздать все свое имущество, да, и остаться совершенно вот, нестяжательным, как птицы небесные. Или о том, что надо жить с одной женой всю жизнь, и не надо с ней ни по какой причине разводиться. И второй брак допускается только в случае вдовства. И если ты выходишь во второй брак после развода или за разведенного человека, то это прелюбодеяние. Так вот, когда ученики удивляются этим заповедям и говорят, а как это можно исполнить, то Господь говорит, людям это невозможно, а Богу все возможно. То есть сам по себе человек, он действительно очень мало что может сделать. А когда он стремится к Богу, когда он молится, и он просит, чтобы божественная благодать в его жизнь вошла, то Господь через него вот может, даже через самого простого человека, даже через самого падшего человека, он может совершить невероятные чудеса. В том числе в плане семьи. В том числе в плане семьи. Так, хотя бы напомнить, что Евангелие, оно начинается с родословия. То есть такой семейный родословие. Родословие Иисуса Христа, сына Авраама, сына Давида. И там рассказывается о его предках. То есть что подчеркивается? Что Иисус Христос, воскресший из мертвых, вознесшийся на небеса, то есть Сын Божий, он пришел как Сын человеческий. Родился от Девы Марии. Он был воспитан в семье, и праведный Иосиф – это его мнимый отец, который тоже ему нужен. Хоть и не как отец по плоти, но как воспитатель, как наставник. Но вот если вы посмотрите на икону Рождества Христова, то там Пресвятая Дева Мария, она лежит после родов, и рядом лежит спеленутый Иисус, а она смотрит в другую сторону. Она как бы отворачивается. В чем здесь смысл? В том, что она как бы показывает, что вот он от меня рожденный, но он не для меня. Он уже как жертва для меня. То есть я его родила вот для служения Богу. Я и сама-то жила для служения Богу. И вот он тоже рождается вот как общее достояние для людей. И она, хотя, конечно, и воспитывает его, и кормит, и даже помню такой был момент, когда они звали его, вот он учил там в доме, они пришли, его звали, вот, то все-таки она его отпускала. Я к какой мысли хочу очень важно подвести, что назначение семьи – это служение. И вот те семьи замечательные, которые вы перечисляли, а к ним еще можно много добавить, семьи, например, мать Иоанна Златоуста, благочестивую, вот, мать святителя Василия Великого, семья которых было несколько святых, Кирилл и Марию. Там везде вот эта идея отдавать. Почему сегодня это так важно? Потому что многие семьи, они как бы замыкаются в эгоизме. Они, пускай там, ну, не пьянствуют, там, не блудят, допустим. Но вот нам хорошо и все. Там высокий забор, крепкий замок, злая собака и вот. Ну, в гости-то, конечно, пожалуйста, приходите, но не больше. А вот помните, как пришел старец в дом преподобного Сергия, который, благодаря которому Бог дал ему благодать читать? Потому что Сергий его позвал, говорит, пойдемте, батюшка, обязательно, мама с папой будут очень рады, они любят таких странников, непременно пойдемте. То есть он знал, что в его доме гости это не просто можно, это нужно, что дом не может быть без гостей. Дом для того и существует, чтобы принимать путников, странников, одиноких, монашествующих и так далее. Принять, накормить, согреть их, так сказать, этим теплом. И он получает вот эту вот благодать духовного образования. И так вот это везде должно быть всюду. Я помню, одна уже теперь, так сказать, семья более близкая к нам, земная, а там вот муж, например, говорит, что-то жена говорит, мы будем только для себя жить. И вот много детей в детских домах. Давай мы с тобой будем брать на воспитание. И когда они пошли уже в детский дом, там присмотрелись, вот, стали думать, ну, здоровых-то и так найдется кому взять. Давай мы будем брать больных. И вот они стали брать больных детей, и ни одного.
Вот, лечить их, воспитывать и так далее. И таких примеров много. То есть семья не должна быть эгоистичной. Она, так сказать, концентрирует в себе вот эту божественную любовь и учит ей, и передает ее, детей взращивает в этой любви, для того, чтобы их, вот, так сказать, отдать на служение людям. Потому что милосердие, вот, быть светом миру, это важнейшая заповедь Христа. Да, спасибо, отец Максим. Ну да, вот мы еще вспомним о традициях, да, вот как раз хотелось бы сегодня поговорить. Очень много задают вопросов молодые люди, в чем же смысл венчания и почему нам важно сегодня именно эти традиции в нашей современной жизни также почитать, уважать. Вот, хотя уже, конечно же, вышло из нашей жизни такое понятие, как сватовство, обручение. Мы уже только какие-то такие воспоминания о нашей истории остались, отголоски. Но, тем не менее, венчание, оно сегодня достаточно распространено. И что вот люди хотят получать при этом таинстве, это один момент, а другой момент – это то, что вот церковь чему учит. Хотелось бы остановиться на этом. Да, этом. как раз день памяти Петра Февронии, второй день памяти установлен в сентябре, потому что многие хотят венчаться. Вот в этом году он переходящий, он приходится на 19 сентября, вот, потому что 8 июля, в день их кончины, это всегда Петров пост, а пост венчания совершается. Поэтому многие хотят венчания. Но кто что хочет, конечно, вот мы обязаны очень внимательно спрашивать, потому что кто-то хочет просто красивых фотографий, кто-то хочет вот, праздник, так сказать, обстроить торжественно. Есть чувство, что вот что-то надо такое, это же особое событие. И вот что-то надо такое особое, как-то надо приобщиться к небесам. Вот молодые люди приходят, но нам приходится объяснять им такую вещь. Дело в том, что венчание – это благословение, которое должно вести людей к Христу. Христос. Это центр наш. А главное общение со Христом, оно совершается в евхаристической чаше, то есть через почищение. И церковь, что такое церковь? Вообще, в принципе, как здание, как общение, это место, где совершается Евхаристия. Поэтому есть смысл венчаться, если люди вместе причащаются. Если они ходят в конкретную церковь, то есть конкретный храм. Если они хотят действительно, чтобы их семья, она вот как блок, как модуль, как частичка, она выросла вот в эту вот общину людей. Потому что церковь – это не магазин. К ней нельзя вот просто прийти, купить что-то, вот какой-то дар, унести и с ним там себе спокойненько жить, да, с этими теплыми воспоминаниями. Нет, их надо растить. Ты получаешь благодать, и тебе надо ее осуществить. То есть вот сделать как раз любовь такую святую, духовную, вечную. Но ты не можешь сделать этого сам, даже в рамках семьи, если семья оторвана от церкви. Поэтому семья обязательно должна слушаться батюшку, разговаривать с ним. Не зря он их вокруг аналоя обводит во время венчания. Они идут за ним, так ручки покорно складывают, он их обматывает полотенчиком, и с крестом в руках он идет, а хор поет: «Святые мученицы, добрые страдавшие, венчавшиеся, молите Христа Бога, спастися душам нашим». То есть вспоминаем мучеников. Путь вот этот к Богу, символически изображаемый хождение вокруг аналоя, это путь крестный, это путь преодоления, страданий, жертвы. И без пастыря, то есть без наставников, без епископов, без священников тут никак не пройти. Ну и, соответственно, другие люди. А церковь – это всегда нуждающиеся, это бедные, одинокие, заключенные, голодные и так далее. Если ты не будешь им отдавать, будешь только в себя богатеть, в ключе безумно богачей. Душу твою заберут у тебя, как сказано было тому богачу. Но зато и радости тоже будут общие. Знаете, у нас как приходит, как радуются люди, мы говорим, вот там, допустим, там ребеночек у кого-то родился, а люди радуются как за своего, знаете, вот как за своих племянников. Да, ой, точно, а мы же вот год назад их, как раз вот у них венчание было, вот, счастье какое, наше общее счастье, такая вот общая радость. Мы должны к этому стремиться, к такой всеобщей любви. Да, наша семья тоже вот в ожидании этого чуда, рождения ребенка. Ну, конечно, уже теперь как бабушка и дедушка. Это тоже очень трогательно, это очень волнительно. Мы очень надеемся на хороший результат с Божьей помощью.
Но, отец Максим, а вот по поводу того, что некоторые люди, вступая в брак, не будучи, ну, так скажем, осмысленно, не подходящие к чаше, ну, венчаются именно после регистрации в ЗАГСе. А как вы к этому относитесь? Когда не совсем осмысленно, но идут. А там священник должен принять решение. Он же им подает. Понимаете? Господь иногда ведь творил великие чудеса просто по нескольким словам человека. Поэтому если люди придут, даже если они в первый раз вообще священника видят, и они скажут: батюшка, вот нас повенчайте, и он им задаст два вопроса, и они на них так ответят, что он скажет: велика вера ваша. И тут же возьмет, вынесет крест Евангелия и их обвенчает. Он имеет на это право. Он видит в них эту веру. А может, конечно, и год ходить на подготовку и все выучить наизусть, но веры вот такой не имеет. Но это на решение должно быть усмотрение конкретного пастыря. Ситуации могут быть разные. Вот. Ну, конечно, как правило, все-таки это должно быть такое вот осознанное вместе участие в литургии, знакомство, хотя бы основы веры надо понимать, чтобы это не было магическим отношением. Знаете, вот мы повенчаемся, и у нас все будет хорошо. Процент развода в венчанных браках, конечно, пониже, чем в невенчанных. Вот. Но никак нет. Никак. Сказать, что венчание предохраняет от всех земных бед, обещает многочадие, нет, такого нет. Есть и бесчадные семьи, прекрасные семьи, в которых есть любовь, венчание, божественные семьи, церковные. Но там нет детей. И рожаются больные дети. И наоборот, Господь столько сыпет детей, что один из других рожаются, уже не знают, как это. Да. Поэтому каждому дается свой дар. Каждой семье Господь вот свой уготовляет путь, надо этот путь принимать. Правильно ли я поняла, отец Максим, что вот все-таки в семье самое главное это муж и жена, а детей может в принципе и не быть. И это уже будет семья также полноценная. Ну да. То есть может быть и такое. И по поводу Петра Феронии, кстати, мы точно не знаем, были ли дети. Вот. И у нас есть много случаев, когда вот супруги прожив, например, Тимофей и Мавра, вот они ходили как юродивые, окончили жизнь как мученики, но такие прекрасные слова любви друг другу говорили перед кончиной. Только ты, моя возлюбленная, не откажись от Христа. Вот такое вот они говорили. Вот. Поэтому дети это плод брака, но это один из плодов, не единственный. Да. Может быть, плоды монашества. Бывает такое, люди вот прожили, ну, с детьми, вырастили детей, как те же Кирилл и Мария, или не были отделены детьми, наделены. Вот. И они приходят к монашеству, это тоже служение. То есть люди, скажем, через 30-40 лет совместной жизни духовно возросли для того, чтобы себя в жертву Богу принести. Вот. Это тоже служение семьи. Александр Невский, пожалуйста, пример. Семья, дети, государственное служение. Ну, вот уже на смертном Андре все-таки схема. То есть, получается, независимо от того, есть дети, здоровы ли дети, их количество, много детей. То есть дом, который держится, да, это он прежде всего держится там, где правильная иерархия взаимоотношений, где Бог на первом месте. Да. А все остальное получается на своем. Да, оно уже как производное. То есть расторгать брак от того, что не детей, это неправильно. Это неправильно. Это уже какое-то некое предательство. Да. Тем более обычно же один из супругов оставляет, допустим, вот хочет, детей нет, и говорит, ну вот я хожу. Да. Получается, цель-то не любовь, а нельзя же относиться к супругу или к супруге как к где-то родильной машине. Конечно. Да. Надо же видеть не тело, а душу, и не земные только интересы, а вечные, духовные. Благодарю вас, отец Максим. Ну вот давайте сейчас мы еще вспомним все-таки, да, у нас нашу венценосную семью, нашего императора, и вот все нормы семейной жизни, которые хотелось бы уложить как-то по полочкам, по поводу вот свободного выбора, да, то есть, наверное, самое главное, что есть в семье, это выбор. Даже вот если мы сегодня нашу обыденную ситуацию вспомним, правильный родитель, такой цельный родитель, он всегда будет предлагать некий выбор своему ребенку. Не приказывать, не унижать достоинства, а предлагать в ситуации выбора сделать какое-то правильное, самостоятельное, ответственное решение. Я думаю, что это очень важно для современных родителей. И вот этот свободный выбор, это была основа нормы семейной жизни вот в такой вот христианской семье. Также мы говорим сегодня о пожизненном союзе.
Вот у нас такая вот ситуация иногда возникает в семье, что ребенок хочет быть главным, он хочет быть на первом месте, он хочет, чтобы мама всегда признавалась ему в любви и говорила, что она его любит больше всех на свете. И у ребенка, у такого, мне кажется, искаженная некая такая вот выстраивается позиция, что именно он должен быть на первом и на главном месте. А я вот стараюсь объяснить своему ребенку, что на первом месте для нас это папа, потому что папа – это начало нашей с тобой семьи. Потому что если бы не было папы, то не было бы и меня, не было бы нашей семьи, не было бы нашей любви, не было бы наших детей. То есть это основа основ. И, конечно же, взаимная верность – это та драгоценная чаша, наверное, которую нельзя расплескать. И если происходит в семье, ну, вот это вот, ну, не знаю, как называется современно, блудное сожительство, сегодня очень много дискуссий ведется по этому поводу, что штамп в паспорте, в принципе, он особой роли не играет. Многие говорят, что без штампа в паспорте некоторые пронесли эту верность до конца своей жизни и были очень любимы друг другом. Ну, тут мнение церкви, оно все-таки тоже для нас должно быть таким вот авторитетным, да, что все-таки лучше брак, чем жить рядом друг с другом и не передать вот эту вот, ну, скажем так, семейную традицию, что брак, он должен быть увенчан, да, какими-то узами, обязательствами. И это, конечно, хорошо, когда у людей даже без всяких обязательств жизнь складывается, но это очень огромная редкость. И это все-таки, наверное, больше исключений из правил. Ну, да. Это больше исключений. Если уж человек, допустим, говорит, что для меня это не имеет никакого значения, ну что ж, ну тогда и на работу ходи без всяких договоров. И а зачем тебе полис медицинский? Тоже, да и паспорт, это все тогда получается лишнее. Раз ты такой антигосударственник и вообще антидокументалист и романтик, что хочешь жить вот как птичка. Ну тогда можешь, да. Ну тогда во всем так жить. Можешь и после школы не получать ни аттестат, ни диплом. Вот. Но ты же все это получаешь, но почему же не получить этот документ о создании семьи? Вот. И еще это более важно, что за этим стоит. То есть сам по себе аттестат, например, можно, конечно, и поддельный купить. Но если за ним не стоят знания, то это пустая бумажка. То есть самое важное, что за ним не знания, а аттестат просто эти знания обозначает. На пятерку, на четверку или на тройку, какие у тебя знания. Вот. И ты приходишь, показываешь ему веру. Так вот, это свидетельство о регистрации брака, то есть вот, совместный поход в ЗАГС, застолье, платье, колечки, приглашение родственников. Это, конечно, формальности во многом. Но эти формальности, они обозначают нечто очень важное. Они обозначают то, что люди вознамерились идти к бесконечной любви. Но никто же не будет, понятно, после вот таких вот мероприятий затратных и торжественных сознательно разводиться, если уж только совсем поссорились. Я имею в виду, то есть люди, когда вступают в брак, никто не говорит, что мы вступаем в брак на 3 года. Это когда сожительствуют, говорят, ну давай мы там годика 3 поживем, там будет 3. А когда вступают в брак, всегда все им желают, чтобы любовь была до гроба, чтобы умереть в один день, чтобы вы были вместе на небесах и так далее. Ну то есть, по сути дела, как раз люди, может, до конца не понимая, но показывают, что семья уже становится дорогой к Богу. Потому что любовь уже будет теперь не временная, а бесконечная. Поскольку сам Бог бесконечен, то значит это уже любовь настоящая. А делать любовь заранее какой-то дозированной по расписанию, да, на какой-то срок, ну это, простите, это море, значит менять на таз. То есть принижать небесное и отменивать его на такое время. Вот что такое сожительство. Сожительство – это суррогат любви. Замена любви на наслаждение. Вместо любви ты получаешь просто удовольствие. Ну, какое-то временное утешение. Я уже не говорю про юридические последствия. Это тоже ведь не пустяк. Тоже не пустяк. Извините меня. Ну, допустим, супруг там, ну, совершил какое-то преступление. Взятку ему, скажем, там, приписывают. Если ты с ним не в браке, ты должен идти и все свидетельствовать. Приносил он домой там эти деньги, прятал, ты должен быть, да, приносил, прятал, потом. Ты не можешь отказаться от дачи показать, ты их обязан давать, если ты не супруг. А если ты супруг, ты автоматически по закону освобождаешься от дачи показать. И это реальный случай, с которыми люди сталкиваются.
о пенсии, о пособии в случае потери кормильца, о ипотеке разные, да куча дел. Поэтому вспоминаю одну девушку, которая еще несколько лет назад очень так гордо доказывала, что да зачем, если мы любим друг друга, надо жить и все, и не надо никаких формальностей. Ну, прошло несколько лет, пожили, и она говорит, а теперь я понимаю, да, что это не настоящий брак, что должна быть ответственность, хочется уверенность. Ну, слава Богу. Ну вот, отец Максим, вы нам ответили на вопрос, какая любовь настоящая. Бесконечная. Да, она бесконечная. Благодарю вас. Хотя бы люди изначально ее обозначили как бесконечную. Конечно, не все справляются. 60% даже больше у нас сегодня браков распадаются. Но люди хотя бы постарались, хотя бы попробовали. Это же лучше, чем если они изначально даже и не попробовали. Ну вот. Ну, попробовали, я имею в виду, попробовали сделать ее все-таки небесной, и все-таки такой настоящей. Ну, мы основные вопросы, которые мы сегодня хотели затронуть, в общем-то, мы их рассмотрели. Я думаю, что у наших слушателей осталось понимание, почему мы семью называем малой церковью. Да? И отец Максим, может быть, еще какое-то пояснение вот этого момента? Два момента я хотел бы сказать. Вот, вы сказали, что семья это как гнездо. Да? Но в гнезде все-таки там лежат яйца, их надо высиживать, и они вылупляются. Поэтому вот деторождение это очень важная функция семьи. И о ней не только нельзя забывать, а скажу прямо, аборт разрушает семью. Знаете, это вот конкретные жизненные случаи, которые проходили прямо на глазах. Прямо семья, вроде хорошие отношения, материальный достаток полный. Вот. И люди так вот небрежно, нам второй ладно, а третий нам не нужен. Разрушают и все, и понимаете, семья, и нет семьи. То есть незаметно, вроде, они даже, может, не понимают взаимосвязь, но через год, через два умирает любовь, умирает тепло, умирает доверие. Поэтому аборт недопустим. Ни в коем случае. Бог дает дар любви, его надо беречь, и дар дает ребенка, надо только понимать, что жизнь человека начинается с момента зачатия, с момента оплодотворения. А будешь бросаться этими Божьими дарами, значит, Господь, Он не отнимает тогда, Он отнимает свою помощь. И люди остаются, вот, так сказать, духовно голые. Вот. И второй еще момент, о котором тоже очень часто приходится слышать, это уже касается именно верующих людей, это о том, как делиться своим делом. Вот, как обычно так, если человек приходит в церковь, вот он чувствует, да, Господи, это же вот она есть настоящая жизнь здесь, вот в молитве, в богослужении. Естественно, он хочет близких своих привести. Ничего у него, как правило, поначалу не получается, он приходит к священнику и вот говорит, батюшка, как мне вот сына, дочку, маму, папу, брата, сестру, племянника, как мне их привести? Дело в том, что в церковь к Богу привести никого невозможно. Бог сам призывает людей, даже не приводит, а призывает. Не вы меня избрали, я вас избрал. Поэтому верой можно делиться. Очень так тонко, деликатно, и чаще всего даже без слов. И надо жить так, чтобы это не мешало другим людям. Хочешь поститься, а другие люди не хотят. Постись. Но постись так, чтобы другие даже не видели это. Как Христос заповедовал. Да? Лицо умой, голову помажь. Вот. Хочешь молиться, молись. Молись так, чтобы это никого не раздражало. Найди такие вот моменты. По дороге там где-нибудь. Или так, когда там кто-то в душ пошел. Ну, или пускай даже видят, но если ты знаешь, что это никому не мешает. Хочешь ходить в храм? Вот. Ну, ходи так, чтобы это не разрушалось. Вот так вот это все надо сделать. То есть надо суметь сохранить и то, и другое. И сегодня мы уже разговаривали с одним человеком, у которого сестра такая, очень далеко от веры. И он говорит, ее очень раздражают даже сами разговоры о церкви, о религии. Понятно, что раздражает. И правильно раздражает. Не надо с ней вести разговоров о религии. Потому что вы, наверное, ведете с ней разговоры о религии. Какого плана? Там, ну, сходи-ка ты на службу. Или там, ну, поставь-ка ты вот на тебе вот эту вот иконочку, допустим. Ну, почему ты вот не выполняешь то, что вот в такой-то священной книге написано. Вот эти разговоры, они, по сути дела, такой имеют характер обряда. А ты с человеком, во-первых, когда разговариваешь, ты его послушай. Он как говорит. У него наверняка, безусловно, в его системе ценностей, даже если его раздражает всякая религия,
У него в системе ценностей обязательно есть какие-то высокие духовные представления. Ну, например, что какой ты мерой меряешь людям, такой это мерится и тебе. То есть тех людям щедрых, добрых, милостив, и тебе ну, от жизни, так сказать, тоже будет. Пускай он не скажет, что это от Бога, если он не верит в Бога. Так ты его послушай, услышь, что он это говорит, и подхвати эту мысль. Вот именно как бы даже не от себя, а скажи, да-да, точно, слушай, а вот у меня такие-то в жизни примеры, я тоже так считаю. И у тебя уже будет с ним вот действительно общий островок, общий ценностный такой островок, и он потом к тебе будет относиться уже по-другому. Не убегать от тебя будет, а к тебе бежать будет, потому что он скажет, так вот, единственный человек в мире, который меня наконец-то вот понимает, слышит меня, разделяет мои взгляды, поддерживает и развивает. И вот этот островок, он дальше будет, может быть, расти, 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 а потом уже когда-то он может задумается, откуда вот эта вся благодать, вся эта любовь, чистота и свет будет искать. Вот так надо, максимально деликатно относиться, если речь идет о членах своей семьи. Вот. Помоги, Господь, всем в этом. Великий дар у человека слова. Да? Как мы им воспользуемся, это зависит от каждого из нас. Мы делаем свой выбор и несем за это ответственность. Слово, сказанное с любовью, иногда может человеку дать какие-то очень важные упутствия. А слово, сказанное грубо, да, вот так, в попыхах, может быть, оно может так ранить глубоко душу, что человек на всю жизнь останется с раной. И вот этот дар великий, слова, мы, конечно же, должны особенно трепетно к нему относиться. Я думаю, что вот отец Максим нам сегодня очень важные темы объяснил. Мы еще раз прониклись темой семейных ценностей и традиций. И я желаю всем нам, чтобы у нас была любовь на первом месте. Все остальное приложится. Помоги вам все, дорогие наши слушатели, Господь, молитвами святых Петра и Феврония, собирать себе сокровища не на земле, как говорит Христос, собирайте себе сокровища на небе. То есть те самые любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, веру, воздержание собирать на небе. А земное, то есть материальное, денежное, ну, как и сказано в Евангелии, оно приложится вам, приложится, то есть оно придет следом. Оно, так сказать, с Божьей помощью само прирастет. А вот ищи правду, ищи встречи с Богом. Благодарим вас за встречу. Всего вам доброго. До новых встреч.